Армысыздар, құрметті пайдаланушылар. Қажымұқан Мұхамедпасұлы қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы. Теңдессіз өнерімен жер шарын аралаған. 54 мемлекетте күреске түсіп, 48 медаль олжалаған. Дүние жүзінің чемпиондары Иван Поддубный, Иван Шемякин, Алекс Аберг, Иван Заикин, Георг Лурих, Георг Гаккеншмидт, Поль Понс, Вайлет Шульценің жампоздарымен қатар жүру, боз кілемдегі айқастарда осы балуандардың шетінен жығып, бәйге алу сол заманда нағыз ерлік еді. Тарихи деректерге сүйенсек, ол 1871 жылғы 7 сәуірде Ақмола уезі Қараөткел ауылында дүниеге келген. Биылғы жылы барша қазақ елі даңқты балуанның 150 жылдығын атап өтетін болады. Алып тұлға алапат күш иесі қазақ атын бүкіл ғаламшарға мәшһүр еткен дарын иесі Қажымұқан Мұхамедпасұлының өмір жылы күреске толы болды. Боз кілемдегі күресте де, өмірдегі күресте де ол өзінің адалдығын, тазалығын той етті. Қажымұқан Мұхамедпасов – казахский богатырь, первый казах, ставший чемпионом мира по французской борьбе, многократный победитель мировых, региональных, российских, а позже всесоюзных чемпионатов по классической борьбе среди тяжеловесов. Великий атлет Мукан Мұхамедпасов больше известен и миру, и казахскому народу под именем Қажымұқан. За годы своей борцовской карьеры этот могучий атлет завоевал по самым скромным подсчетам около 50 медалей разного достоинства. Вчерашний батрак из забытых бога Алматинской волости вынес смелился бросить вызов таким звездам борцовского ковра, чемпионам того времени по французской борьбе Поль Понс, Лорон Бакаруа и Ес Петерсон, и вышел в схватке с ними победителем, завоевав титул чемпиона мира. Начав свой путь с ученика Петербургской школы цирковых борцов, Қажымұқан понес честь и славу казахских батыров по арене Франции, Германии, Бельгии, Польши, Турции, Японии, США и других стран. Обладая грозной силой, упорством, феноменальной выносливостью, Қажымұқан с успехом противостоял именитым атлетам и не раз становился призером международных состязаний борцов. Борьба как самостоятельный вид спорта в те далекие годы только-только выделялась из той суммы силовых упражнений, которую объединяли одним словом – атлетика. Основным полем деятельности для силачей служила тогда цирковая арена. На манежах проходили и рядовые каждодневные выступления борцов, и международные турниры, и чемпионаты мира, и потому цирковой атлет, профессионал, вынужден был не только бороться, но и демонстрировать различные силовые трюки. Выступая перед зрителями, Қажымұқан носил на плечах 40-ведерную бочку с водой, 500 килограмм, поднимал верблюда, рвал цепи, кружился с бревном, на котором висели 20 человек. На его груди разбивали кувалдой 20-пудовую каменную глыбу. Такие выступления отнимали много сил, но они укрепляли физическую мощь борца, развивая выносливость. У Қажымұқана было много прозвищ. Одно из них – Черный Иван, поскольку он выступал в составе 4 Иванов, вместе с Поддубным, Заикиным и Шемелякиным. А на соревновании в Турции Қажымұқана называли Кара Мустафа, Черный Мустафа. А когда он победил знаменитого турецкого борца Нурулхана, правитель Стамбула Хакир Паша предложил казахскому борцу совершить с ним хадж в Мекку. Именно после этого паломничества Мукан Мұхамедпасов получил к своему имени приставку хаджи, и под этим брендом он впервые выступил в 1912 году на соревнованиях в Саратове. После гражданской войны Қажымұқан организует чемпионаты борьбы в Казахстане, а в 1926 году он открывает в Кызылорде первый профессиональный театр. Когда грянула Великая Отечественная война, старый атлет решил помочь родине. Он организовал цирк «Шапито», с которым гастролировал по аулам. 100 тысяч рублей, собранные на гастролях. Қажымұқан сдал их в фонд обороны на покупку У-2. Сражался на Балтийском и Ленинградском фронтах, совершив 217 боевых вылетов. В последние годы жизни Қажымұқан попал под негласный надзор НКВД. Виной всему его язвительное замечание насчет советской власти в адрес партийных чиновников. Ему не дают жилье и пенсию, поэтому, чтобы прокормить многочисленную семью, Қажымұқан продает все свои последние медали. Великий казахский батыр умер от пневмонии в августе 1948 году. Еще многое не исследовано в биографии Қажымұқана, основавшего свой неповторимый след в истории спорта и физической культуры Казахстана. Жизненный путь
Кажмукану Мунайтпасова – пример беззаветного служения любимому виду спорта. В истории казахской школы борьбы он вписал свое имя золотыми буквами.